каждой семье по шелкопряду. Такой лозунг понравился бы жителям северо-восточного региона Таиланда. Следуя традициям предков, местные женщины плели шелковую нить. А производство шелка было не только основным занятием, но и древним национальным ремеслом в Таиланде. А пришло оно, как несложно догадаться, из соседнего Китая. Древние мастера тщательно хранили секрет изготовления ткани императоров, но избежать распространения ремесла за пределы Китайской империи не удалось. Со временем на севере Таиланда сформировались собственные методы производства шелка. Настоящий тайский шелк ткется только вручную. Это длительный процесс, который требует особых навыков, ведь за один день опытный ткач может сделать не более 6 метров ткани сложного плетения. В чем же отличие тайского шелка от китайского? Существует общепризнанное мнение, что тайский шелк более естественный, а китайский более атласный и гладкий. Но на самом деле разница не столько в технологии, сколько в виде шелкопряда. Китайский шелкопряд плетет кокон желтого цвета, а тайский – белого. А вот и герой нашего рассказа – тутовый шелкопряд. Кстати, единственное домашнее насекомое, которое уже не способно выжить в природных условиях в виде бабочки. Маленькая прожорливая гусеница тутового шелкопряда непрерывно ест и производит шелковую нить длиной до 1 километра и более. Извлекают нить из кокона нехитрым способом, вываривая куколки 2 часа при температуре 100 градусов. Производство тайского шелка процветало до конца XIX века, пока рынки Таиланда не наводнили дешевые китайские и японские ткани фабричного изготовления. В то время было предпринято несколько попыток модернизировать производство шелка, однако без особого успеха. В середине 60-х Джим Томпсон, легендарный американский предприниматель, возродил производство тайского шелка. За особые заслуги в развитии индустрии король наградил его орденом Белого слона. И по сей день на фабриках Томпсона производится множество тканей и шелковых изделий высокого качества – платки, галстуки, шарфики и даже подушки. Традиционные тайские шарфики могут стать достойным дополнением вашего гардероба. Такие изделия популярны и выглядят очень симпатично. Но настоящий ли это шелк? Как же отличить оригинал от подделки? Во-первых, это цена. Цена за вещь из натурального шелка начинается от $20, в то время как подделку вы можете приобрести в 3 раза дешевле. Например, здесь вы видите образец китайского фабричного производства. Профессионалы могут отличить настоящий шелк на ощупь, что требует специальных навыков. Кто-то может определить подлинность по блеску. Настоящий шелк переливается несколькими оттенками, а искусственный создает белый блеск. Очень непростой метод и не всем подойдет. Разницу также можно определить и по текстуре ткани. Поверхность шелка ручной работы, как правило, имеет недостатки – неровности, расхождения и исхождения ткани, в то время как поверхность подделки идеально ровная, ведь искусственный шелк всегда фабричного производства и делается из полиэстера. Но самый лучший и проверенный способ – поджечь ткань. Специально для этих целей в дорогих изделиях из настоящего шелка предусмотрены пробные лоскутки. При поджигании ткань из натурального шелка горит, оставляя след угля, и пахнет паленым волосом. Искусственный шелк не горит, а плавится. Запах либо отсутствует, либо отдает паленой резиной или синтетикой. Благодаря своей уникальности, красоте и практичности тайский шелк получил мировую известность. Для развития национального ремесла принцесса Таиланда показывает личный пример, предпочитая носить одежду из шелка. Не остался материал без внимания и в Европе. Великий кутюрье Джорджо Армани часто использует его для своих коллекций. Вот так, спустя тысячелетия, традиционный тайский шелк не только не потерял свои позиции, но и занимает достойное место в современном мире высокой моды.